Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы начинаем наш очередной видеоблог. Сегодня у нас в гостях доктор Экрем Онен. Но мы все его знаем как Азада. Он у нас уже не первый раз. И сегодняшняя наша передача, что меня сподвигло, несколько времени назад на информационном сайте Buzz News было опубликовано довольно интересное большое интервью с доктором Экремом Оненом, посвященное архивам, российским курдским архивам. Там очень много чего интересного, но это было на курдском языке. И вот сегодня мы хотим с Азатом поговорить на русском языке об этих архивах, которые живые исторические свидетельства о отношении между Россией и курдами, которые, по-моему, насчитывают уже почти 200 лет. Азат, я хочу первый вопрос тебе задать. Почему тебя заинтересовали эти российские архивы, и что ты там нашел, и какова их ценность вообще для российско-курдских отношений, вообще для современной новой истории курдов? Я хочу поблагодарить Риад Хазе, дали нам такую возможность, чтобы выступать на русском языке. Конечно, это интересная тема. Я думаю, это не только интересная, это важная тема не только для курдов, для любой нации. Это знать свою историю, не просто понаслышке или просто на основании документов, на основании факторов, на основании фактов. И, к сожалению, у нас, у курдов, поскольку последние 150 лет Курдистан всегда в войне фактически, у нас не было такой возможности самим сохранить свои документы, свою историю, свои архивы, К сожалению, это не было возможности у нас. Кроме того, это страны, которые разделили Курдистан, Иран, Турция, Ирак и Сирия. Основной, можно сказать, Иран и Турция. Конечно, там тоже они достаточно сохранили много документов и архивов. Но, к сожалению, этих документов и архивов, которые используют в иранских и турецких архивах, из двух факторов чуть-чуть не доверяют с точки зрения курдов. Почему? Во-первых, даже они какие-то документы опубликуют, они обязательно играют с документами. Или они поменяют, или... И знаете, мой опыт, исходя из архивов, я могу так сказать, можно одно слово изменить, весь понятие документа можно менять. Один слово только. И, к сожалению, часто эти так называемые историки, турецкие или иранские, часто это делают. Против курдов документов они изменяют. Поэтому эта страна чуть-чуть для курдов не очень привлекательна. К сожалению, несмотря, у них тоже есть настоящие документы, оригинальные документы, но они это не опубликуют и не дают на общественное мнение. Здесь у нас что остается? Здесь остаются у нас две центры. Россия и Англия. Франция не очень, но так скажем Англия. Но у англичан тоже не столько, как потому что у англичан, мы можем сказать, во время Первой мировой войны они много собрали. После этого у них особо не было такой интерес, поэтому они не так активны, как Россия в курдском вопросе. Здесь у нас остается самый большой архив, можно сказать, курдский архив, это находится в России, потому что Россия минимум, если очень далеко я не пойду, 150 лет Россия имеет тесные отношения с курдами. Они в Курдистане находились, они с курдами часто воевали против персов, против Османской империи, и они часто находились в Курдистане, что в иранском Курдистане, что в турецком Курдистане особенно. Поэтому у них очень тесные связи с курдом. Здесь, в эти времена, естественно, Россия, конечно, заинтересована была узнать о курдах. Что за это народ?
какие у них традиции, какая у них культура, какие у них обычаи, все. Хотели узнать, почему хотели узнать. Как любая империя, Россия тоже хотели, чтобы курды была бы на их стороне. И в этом ничего странного нет, это естественно. На этом основе Россия, конечно, на этом основе Россия что сделала? Когда они воевали с персиями и с Османской империей, когда война была между ними, у них в Курдистане, в курдских городах, Эрзрум, Ван, Хое, в Дiyarbakır, в многих Махабаде, везде у них были консулы Российской Федерации. Естественно, эти консулы, одну вещь я хочу припомнить, многие консулы Российской Федерации, еще они были академики. Я имею в виду, они занимались научной работой еще. Вот, например, если отдать Жаба, Минорский, многие они были ученые, плюс еще, и только дипломаты. Именно в это время они в Курдистане, они сделали очень много исследований, очень много. Плюс они собрали много рукописей курдских ученых, я имею в виду ученые из медресе, религиозные, например, Налим Ахмед Баязиди и другие, многие. Они даже рукописи. И поэтому Россия плюс во время, скажем, русско-турецкой войны или русско-персидской войны, вот, например, скажем, была Южно-Кавказский военный штаб России была, когда во время войны с Турцией, да? Если смотреть на архивах, военных архивах, и даже не только военных, в архив Российской империи или в архив Советской России, сотни документов, сотни рапорты. Даже я когда говорю, не говорю тысячи, просто я говорю, что тысячи можно. Рапорты, которые они ежедневно отправили из Южно-Кавказского фронта в Петроград, в МИДе, или в Центральном министерстве обороны, или так. Сотни рапорты о курдах, сотни. И поэтому здесь, естественно, самый большой архив курдов, она находится в России. И я хочу в этом одну вещь сказать. С точки зрения, конечно, это все было бы у нас хорошо, было бы в Курдистане, в курдских архивах, это хорошо. Но и слава Богу, русские эти все архивы взяли и у себя сохранили. Почему я об этом думаю? Потому что если она осталась бы в Курдистане, или они зажгли бы все, это, во время войны с Турцией, с Ираном, с арабскими государствами, или сами курды, особенно, к сожалению, это горькая правда, я могу сказать, наши курды особенно тоже не очень дают внимание на документах, на архивах. Несмотря, я считаю, архивных документов – это национальное богатство любой нации. Вот я одну вещь скажу, я вспомнил, кстати, когда я был в Мардине, мы занимались над того, что коллекцию Александра Жаба привезти в Мардинский университет, и тогда директор института Восточный музей рукописей в Санкт-Петербурге, мы оттуда взяли там были много рукописей, как раз курдские ученые, и Жаба собрал. И тогда директор Восточного музея одну вещь, просто нам показали чуть-чуть музей, как что находится, одну вещь не рассказал, до сих пор я всегда повторяю, до сих пор. Он говорит, вот вы видите это здание, это как один город, Восточный рукописный музей. Он говорит, видите это все? Он говорит, это все во время Второй мировой войны. Мы боялись, что это нацисты могут войти в Санкт-Петербург, Петроград. Мы взяли весь этот архив, отправили в больших не коробки, а большие вещи сделали, все аккуратно ставили, и все в Сибирь отправили, чтобы не попасть в руках. После войны они все обратно привезли. Азат, как раз вот интерес России вот в отношении курдов зародился из-за политики России в этом регионе, и тогда же вот это зародилось российское курдоведение.
Да. Вот. Ну вот в те годы вот в каких архивах сейчас вот вы поработали, в каких архивах сосредоточены вот эти материалы? Вот Вот в Санкт-Петербурге вы сказали. Да, на самом деле создание курдоведения в Российской империи и потом в Советской России и до сих пор, это, можно сказать, один из больше, которые занимались созданием курдоведения в России, это было Дорну, Дорну. Конечно, как вы сказали в своем вопросе, когда Россия заинтересована была, естественно, как я до этого рассказал, что их консулы, сначала, кстати, с курдами занимались только военные и дипломаты, больше никто, не ученые. Потом, когда уже, как раз я сказал, некоторые дипломаты были ученые тоже, когда уже собрали много документов, много архивов, много это, потом уже был мнение создавать курдоведение. Я как говорил, в это время там был Кулумин, там был Волков, там был Вильяминов, там был Лерх, там был Минорский, там был Жаба, Орбелли, Базиль Никитин и многие другие были. Целая плеяда. Да, которые курдами. Многие я не могу все как перечитать на самом деле. И именно эти уже когда занимались курдами, уже пришли к выводу, чтобы надо создавать курдоведение уже. Естественно, это сначала было в Петрограде, все эти ученые, когда Петроград был столица Российской империи, и вся это учреждение, все главные учреждения, они находились там. После этого, как я говорил, когда они создавали уже курдоведение, плюс экстра уже интересы были. Даже, я могу так сказать, Россия начала не только просто создавать курдоведение, они уже создавали свои кадры, русские кадры, которые говорили на курдском языке. Я могу так сказать, например, консул в Махабаде, Александр Иванович Ияс, он говорил на курдском языке. В 1913 году в Махабаде. Там, например, консул России в Алеппо, фон Симмерман, он говорил на курдском языке. Жаба говорил по курдскому языку. Русские уже создавали не только как раз отличие курдоведов Российской империи от Советской России. Единственное было это. Многие курдоведов, они говорили на курдском языке. Они были, действительно, они курдоведы, такие крупные курдоведы. Они говорили на курдском языке. Поэтому Россия была очень активно заинтересована, чем, скажем, даже Англия, чем Франция, чем другие западных стран. Да, у англичан единственное у англичан я могу сказать, в это время, в 1915-16 году, у них был Эдвард Суанне, единственный, который говорил на курдском языке, и в Сулеймане он открыл курдскую газету, начал печатать курдскую газету, единственный, который я знаю. Но у русских курдов я могу десятки считать, которые говорили на курдском языке, которые плюс, они сами ходили в Курдистане, исследовали на месте курдские обычаи, курдские традиции, курдскую культуру. Поэтому русское курдоведение, она не только мощнее, чем западных, или как в Западе, конечно, такой курдоведения нету, никогда не было, как в России. Но даже сравнить нельзя. В России это очень мощная, сильная база курдоведения, традиционная. Согласен, это то, что касается вот начала, да, вот мы сказали, был интерес, и исходя из этого интереса, вот эти разработки, вот, и даже наука появилась. Азат, ну, я знаю, ты очень много работал в архивах, значит, российских и советских архивах, и вот какие-то интересные факты вот из того, что ты там в этих архивах увидел, вот, которые того времени, то, что касается там, ну, последующих периодов, мы еще к ним придем, а вот то, что касается вот
царской России, вот отношения, да, вот на основе документы, да, которые, ну, я знаю, многие лидеры племен обращались к России, письма писали, они, многие надеялись на Россию, да, как-то пытались заручиться поддержкой ее. Вот такие факты, которые интересные, которые вы исследовали в этих архивах. Ну, если, вы знаете, в России много архивов, кстати, если вы сами знаете лучше, чем меня, но для курдов, например, даже это как информация для любых, кто хочет заниматься архивом, я могу так сказать просто. Есть архив Российской империи, архив внешней политики Российской империи, есть архив внешней политики Советской России, есть военный архив Подольский, есть военный архив Москвы, есть архив КПСС, где я могу. Есть архив Восточный музей рукописи в Санкт-Петербурге, есть архив Восточного института. Здесь очень много архивов, но главное, если мне, как исходя из своего опыта скажу, главный архив внешней политики Российской империи, архив внешней политики Советской России, и военный архив, и архив КПСС. Это один из главных и важных архив рукопись Восточного музея в Санкт-Петербурге. Вот это 5 архивов, где курды, если хотят найти свою историю, то, что им надо, там могут все найти, абсолютно все. Но, к сожалению, я, насколько знаю, особого интереса не проявляется. Я как-то, вот, я по своему опыту, да, в одном из архивов я, значит, материалы искал, и там же, значит, отмечается, кто работает с архивами. И оказалось, что многие архивы, вот это курдские, вообще никто не интересовался. То есть отметки нету. Абсолютно. Я как раз хотел об этом сказать. Когда едешь в архивах, как раз написано, кто до того был. До того видно даже. К сожалению, это горькая правда. Никто не интересует. И мне кажется, пока мы не узнаем свою архивах, не узнаем свою историю, мы не можем правильно вести себя сегодня. Я так думаю. Азат, а вот я повторю свой вопрос. Вот интересные моменты вот по отношению, да. Да. И здесь, если, вот, например, так скажем, да, сейчас у курдов так очень популярно, что наши предки, они ничего не сделали, они за независимый Курдистан не боролись, они хотели в рамках этой государства, якобы в рамках Османской империи, Персии. Абсолютно это ничего, все неправда. Абсолютно наоборот все. Когда есть документы, как раз один такой хороший слово, когда есть документы, пророки молчат, говорят, когда документы есть. Поэтому здесь пусть то, что хотят говорить, пусть кто-то нас манипулирует, или турки, или арабы, или персы. Факты остаются фактами. Слава Богу, это факты, и мы благодарим Россию, кстати, в этом отношении. Нам сохранили все это, наши истории, наши факты, наши документы. Есть много, вот, например, пример отдаю, да? Есть документы, например, у нас есть во время Русско-турецкой войны было, вы все знаете, это была Хамидия Алайлари. Хамидия, этот полковец, или как называется? Отряды Хамидия. Да. Хамидия отряды. Вот в это время, когда была война, многие курдские аширеты, они были Хамидия отряды. Но никто с ними не был. Проблема какая была? Курды были между Османской империей и Российской империей, между войной. Курды, естественно, хотели сохранить свое существование там, чтобы от их земли, чтобы никуда не уехали, никуда не ушли. Естественно, они баланс сделали. Но все документы, все нам показывают, исторические документы, которые в российских архивах. Курды, как желание, они хотели быть в России. Видно. Все ошибки, Азат, я как понял, вот эти Хамиди,
которые такой стереотип сложился, что это османы создали для того, чтобы использовать их там для своих каких-то грязных цел. А на самом деле документы показывают, что это курды были абсолютно независимы. Вот, например, даю пример. Вот, например, у нас есть, даже, может быть, советских курдов есть тоже Хайдаран, Ашира Хайдаран. Это очень большая аширет, очень большая. Хайдаран. У них лидер Кор Хусейн Паша. Он тогда был паша, с Османской империи взял это звание, но он лидером это аширет. И документы говорят, тогда в 1905 году был 70 тысяч населения. Тогда только это аширет. И они были с Хамидет алайлары, но секретный, он связан с Россией. То есть документы есть. Документ есть. И он четко так говорит. Создайте нам Курдистан под трехкратным царской России. Все курды, мы на вашей стране будем воевать против Сурда. Это есть документы. Когда он так говорит с Россией, одно время он Алай Хамидия. Но он Алай Хамидия это не для того, чтобы воевать с русскими или с кем-то. Потому что его заставили. Или будешь с нами, или мы вас отсюда всех убираем. А для того, чтобы сохранить свое существование там, он балансировал, да, мы будем с вами. Но он ничего не сделал. Фактически, он хотел даже я так скажу. Почему я говорю для своего существования, свое племя, свою курды, которые проживали там, он с турками был бы алай. Но он даже, когда были времена, когда, скажем, турки нажали на них, турецко-русской войны, русский ему предлагает, если ты хочешь, со своей семьей ты можешь приехать в Тбилиси, тебе защищает. А он говорит, хорошо, а что я буду делать с 70 тысяч хайдаранли? А что я с ними буду делать? Да, вы можете мне защищать, а с ними я что буду делать? Это нам показывает. Он не хотел, чтобы его племена, его родственники, его семья, его все это племена, оттуда, чтобы они сохранили свое существование там. Не просто так он, да, мы с турками будем против русских воевать. Они вынуждены. Как сегодня у нас, вы знаете, есть köy-korucuları, это защитники деревни в Турции. Вы знаете, да, турки создавали такую организацию. 99% турки пришли, что сказать? Сказать, или вы возьмете оружие, или 24 часа вам убирать из деревни. Но 90% они сказали, окей, если мы не возьмем, куда мы пойдем? Разрушаем все деревни, разрушаем все дома, нет никакой образования, никакой специальности, ничего, куда они пойдут? Поэтому они вынуждены взять, чтобы сохранить свое существование. Такой же была ситуация тогда, на самом деле. Азат, если вернемся, допустим, в Иране, да, это Симкоше, как там тоже были отношения с Россией, да. И многих других, да, да. Я, насколько знаю, вы эти документы тоже располагаете, да. Вот этими документами, их отношения с русскими, в том числе и Салам Барзани, да, вот да. Это. Здесь, как я хотел прийти на это. Там, например, один пример Кор Хусейн Паша. Второй пример я могу отдать, например, Сумкуа Гайшкаки. Вы знаете, русская армия была в Иранском Курдистане. И в Иранском Курдистане русская армия, она имела очень хорошие отношения с курдскими племенами, с беями. И в это время, вы знаете, Сумкуа Гайшкаки, он поднимался вопрос за независимый Курдистан, но потом у него, вы знаете, его судьба. Именно в это время у него был очень тесные отношения с российской армией, когда они были там. Даже Абдурзак Бедрхан приехал к нему, потом у него были очень хорошие отношения с консулом России в Хое, Чирковым. Очень хорошие отношения. Даже Абдурзак Бедрхан, Чирков и Сумкуа Гайшкаки, они пишут письмо царской России. Они говорят, мы хотим, чтобы вы в Курдистане открыли один школу, больницу и топографию. Это есть документ. И это есть документ, это тогда министр
иностранных дел России, у меня есть документ такой, подтверждает, что дают разрешение, что в Хое, в иранском Курдистане, откроете одну школу, одну больницу и типографию. И в Курдистане открыли школу на курдском языке. На курдском языке. И здесь даже есть такой документ. Россия тогда был посредником между Сумко и Ираном. И даже Россия якобы давили чуть-чуть на Иран, чтобы дали бы какую-то автономию в рамках Ирана для Сумко Агаишка, для курдов. Но вот этот документ все документ есть. Потом, после того, когда нас воюют, потом, вы знаете, он выдерживался, он попадет в руках иранцев. Даже, по-моему, фотографии есть, можно показать, если я отправлю. Там есть, где он его убивает уже, когда его казнят. После этого Абдурзак Бадерхан приезжает в Россию. Абдурзак Бадерхан, это из Бадерхан. Абдурзак Бадерхан приезжает, он начинает уже вести, вот эта фотография, это Сумко, когда его убили. Это иранцы. И Абдурзак приезжает, Абдурзак хочет вести борьбу уже в турецком Курдистане. Курды не остановили. Кстати, одна очень интересная вещь, тогдашние курды, они были более разные части Курдистана, более были тесные отношения, чем сегодня. Абдурзак Бадерхан Сумко имел отношения с Мелеселиным, Абдурзак Бадерхан в турецком Курдистане, они приехали в Иран, поэтому здесь не было такой. Вот Курдистан сели, они смотрели. Абдурзак приезжает, если взять так из лидеров курдов, тогдашних лидеров курдов, самые тесные отношения и больше всех Россия доверили Абдурзаку Бадерхану. Хотя из документов я вижу. Больше всех. Они очень доверили его. Очень. Практически они его считали как свои представители. Практически. А у него какая позиция была в отношении России? Он пророссийский был. Он его брат Камиль Бадерхан, они в Тбилиси, когда в Тбилиси были, они все пророссийские были. Это Бадерханы. Вопрос в том, что я всегда говорю. Кстати, этот младший Камилбек, он в Тбилиси похоронен. Да, Камиль там похоронен, я знаю. Поэтому Абдурзака в Тбилиси, понятно, он приехал в турецкий Курдистан, вернулся много раз, потому что он Российская империя его очень доверили. Очень. Просто безграничный, можно сказать. Фактически они его считали больше, чем курды, считали его свои. Но у него только один цель был. Создавать независимый Курдистан. У него больше цель не было. Он долго временно, русские были посредники, чтобы они с армянами договорились, чтобы армяне и курды объединились, чтобы против Османской империи. Русские, понятно, русская империя заинтересована была бы что? Чтобы она усиливала свою южно-кавказскую границу, чтобы французы, англичане или Османская империя не могли бы через Кавказ прийти на Россию. Чтобы они делали какой-то щит от курдов и от армян, да, так скажем. Здесь в этом ничего страшного нету. Вот там как раз вопрос был, наша Галар Маму, она как раз спрашивала, ты ответил на ее вопрос. Да? Она спрашивала, какой интерес у России был. Да, интерес России, я всегда говорю, интерес России главный с курдами отношения, чтобы из курдов создавать какой-то щит, и не только щит, чтобы курды были с ними хорошие отношения, чтобы они с курдами были дружеские отношения, чтобы англичане, французы и немцы, и Османская империя не могли бы через Южный Кавказ прийти на Россию. Они хотят себе создавать, как безопасный щит, так скажем. Вот и здесь Абдурзак Бадерхан, когда они в турецком Курдистане вернулся, ходил с армянами, поговорит, и русские очень настаивали, чтобы были между армянами и курдами какой-то союз был. Но, вы знаете, есть вещи, которые, как я опять буду сказать, когда есть документы, пророки молчат. Вот. Все документы показывают, все документы. Я могу, если 100 документов,
97 документов, почему это 3 я чуть-чуть для безопасности я говорю. 99 документов показывают русские генералы, начальники штаб Кавказский военный округи, российские, пишут все рапорты, что курды хотят с армянами дружить, курды хотят, армяне не хотят, курды хотят, армяне. Это когда, как я говорю, когда документ есть, не надо уже скажем, это так говорит, кто-то так говорит. Поэтому здесь есть факты, есть документы. И Абдразак очень ходил ташнаками туда-сюда. Вот потом арестовали Абдразака в Тбилиси и в Турции. У меня есть документ, я сейчас открою, скажу. Интересно, кстати, это. Мне кажется, для всех и наших армянских друзей, и курдов, и русским ученым, которые занимаются востоковедением. В 1919 году в Женеве Ташнаки создавали один типография. Называется, сейчас скажу, Дрошак. Издание, типография называется Дрошак. В этом типографии опубликовали книгу на французском языке под названием «Борьба в ванне». Здесь Ташнаки, именно Ташнаки, которые, это в 1919 году, в 16 году делали резни против них, Османская империя, это Иттихад Таракки. В 19 году в этом книге, они пишут, они обращаются к Талат Паша и к иттихадистам, кто им резни делали. Они обращаются к ним. Говорят, это не мы вас предали, курды вас предали. Имеет в виду предали русским. Это не мы вас предали. И он в этом книге есть такой у нас известный курд, езидский курд, Джихангирова. Все слышали про него, да? Джихангиров был на стороне России, поскольку он езид был, он был на стороне России. Он, во-первых, много езидов и курдов мусульманов, плюс много армянов он спасал. Много. В этом книге тоже его имя дают, якобы он предал, не мы вас предали. Представьте, я почему об этом говорю, не только российские архивы, и есть другие архивы, документы, еще показывают, что, к сожалению, это факты, это горькая правда, мы говорим. Я так считаю, вот я как один курд, который более-менее историю изучает, я всегда свои опубликования в статьях, в интервью, телевидениях, в газетах, всегда говорю, мы с армянами, это, как говорю, география – это судьба. Мы соседи. Мы должны смотреть вперед. То, что если, которые нехорошие вещи даже, я так считаю, не был, стороны не был. Если даже был, мы соседи. Мы два народа, которые у нас много общего есть. Много общего. Мы даже мои друзья курды говорят, почему ты так более оптимист относишься к ним, да? Я всегда отношусь к ним. И до сих пор отношусь к ним. До сих пор я так думаю. Мы соседи, мы два народа, которые мы никуда не идем. Мы должны смотреть вперед, у нас много общего. Но, к сожалению, история, документы, факты нам показывают. Кстати, курды всегда про Абдразак Бадырхана говорил, да? Он так же думал, как я, например. Абсолютно он был очень лояльный к ним, но они всегда препятствовали. Почему я об этом говорю? Вы знаете, любовь не может быть односторонней. Любовь должна быть двухсторонней. Односторонней любовь не бывает. Мы не можем любить, а они нас дискредитируют. Поэтому я обращу это к армянским ученым, армянским правителям. Они должны чуть-чуть смотреть на зеркало на себе. Что они... Даже я так считаю. Они многие вещи делают против Армении сами. Сами против Армении. Курды так сказать. Зачем вы портите отношения с курдами? Когда у вас жили соседи, вы у них жили. А зачем от этого?
Но это чуть-чуть не будем. Это курдско-армянские отношения, это отдельная тема, очень Отдельная большая. тема. И мы, наверное, да, будет у нас и, наверное, передачи. Я хочу вот о чем. Вот это отношения, вот эти архивные материалы царской России, наверное, это целое море, океан. И из ваших слов я понял, что, к сожалению, вот это, вы сказали, что это богатство народа, который Россия сохранила. Но курды вот это богатство, к сожалению, не обращают внимания, мягко скажем, да, на это. Это наша история. И не только вот в этом вопросе курды пассивно себя ведут. Все время оправдание, что вот в отсутствии государственности, вот, когда будет государство, это все, значит, можно будет провести. Но на сегодняшний день это тоже можно, как бы это плохое слово, использовать. Но это то, что касается периода царской, да. Еще раз повторюсь, там, наверное, или лучше меня знаете, огромный пласт материала, да, которые многие вещи, они заставляют по-новому посмотреть на вот многие события, которые в тот период произошли. Вот после этого вот это произошла революция. Вот этот период тоже очень интересный, тоже много разных материалов. Вот материалы архивные 20-х годов, да, до войны, до Второй мировой войны, да, вот тоже интересно. Они, кстати, я насколько знаю, они связаны. Знаете, Азат, я всегда ловлю себя на мысли, что вот история советских курдов, да, вот то, что происходило с советскими курдами, это Красный Курдистан, это расцвет, так сказать, вот курдоведения, это РИА ТЗ, это радио Ереваны, это курдоведение и так далее. Вот эти все вещи, они были связаны как раз с событиями, которые происходили вот на Ближнем Востоке, в Курдистане. И вот, наверное, архивные материалы тоже об этом свидетельствуют. Да. Ну, здесь, конечно, я хотел сказать, два слова до этого расскажу. Вот в этих архивах, то, что Российская империя, я имею в виду, там еще есть отношения России с Курта-Али Джемети, это Организация прогресса Курдистана, там Комитет Азади с этими. Там есть много документов еще с этим связан тоже. Очень много. Просто, как вы сказали правильно, потому что это море документов, и когда эти документы будут раскрыться, многие курдские вещи, которые мы уже 50, 60, 70 лет знаем, все должно снова переписаться. Потому что есть очень многие вещи, совсем вообще, документы уже. Это не просто понаслышке, кто-то что-то говорит. Где-то я слышал. Есть документы, есть факты. Поэтому многие, абсолютно я с вами согласен. Но после Советской России, после Октябрьской революции, традиция курдоведения продолжалась, на самом деле. Вот эта традиция российская мощная курдоведения, она продолжалась. Там уже Вильчевский, там Ханатов Курдо, там многие другие уже начали заниматься. Там еще Марб, там многие были. Но здесь я хочу сказать, курды и Россия, и даже советская Россия, особенно в советские времена, у курдов было безвыходное положение, и даже я говорю, у России также было безвыходное положение, потому что после Парижской конференции в 1919 году, после Севский договор и после Лозаннский договор, уже курды, уже у них надежда от Запада полностью исчерпала, потому что они разделили их страну, они их игнорировали, я имею в виду западные страны, Англия, Франция и так далее. Их игнорировали, никто не обратил внимания. С другой стороны, у России также была. В Советской России уже когда была революция, уже раньше была Антанта, скажем, да, Англия, Россия. А когда уже Советская Россия, уже другое отношение с Антантами, с Францией, с Англией, с другими. И поэтому Россия у курдов фактически вынуждены друг друга были. Не просто, у них выхода даже тоже не было. Курды, естественно, у них или надо было с Османской империей, с Персиями, или с Россией.
Запад их игнорировал, воздрели их страну, скажем, с Лозаннский договор. Их вообще их игнорировал, и с этим даже. А с Парижский договор, по Парижской конференции, так не знаете, что фактически 70% Северный Курдистан, они сделали Армения. Поэтому курды тогда уже совсем уже поняли, от Запада у них ничего ожидать не стоит. Поэтому они полностью вернулись на сторону России. Но это уже, как я говорю, это комитет Азади, комитет Алитем и все это. Потом, в советские времена, мы видим, скажем, в 1920-х годах, поскольку эти после войны, Первой мировой войны, турецкой, русской войны, многие курды, основные курды езиди, и, кстати, много курды мусульмане тоже, они перешли на сторону Российской империи. В 1920 году в Армении начинается открыть уже заниматься с курдским вопросом, так скажем, в общем, так скажем. Тогда, конечно, у курдов, поскольку они были грамотных людей или образованных, там они нашли, открыли школу, и для школы должна была создавать какой-то алфавит. И там был один армянин по имени Лазо, он вообще из турецкого Курдистана. Он потом тоже приехал в Ереван, и он хорошо знал курдский язык тоже. Он создавал на основе армянский алфавит, один курдский алфавит. Для этих школах, которые курдские детей, они могли изучать в школах. В это время мы видим и в Тбилиси откроют школу. В Азербайджане, мы хорошо знаем, в 1923 по 1929 Красный Курсан создается. Там вообще это все на курдском языке уже обучение. Курды в Туркмении уже начинается. В Туркмении курдский язык. И потом получается так, что как будто этот алфавит не подходит к курдскому языку. Потом они решают, что надо создавать новый алфавит на основе латинского алфавита. И этот алфавит тоже начинает дает эту работу Араб Шамилов и Маргилов. Маргилов он был осетин, не знаю, да, он был осетин. Они создают это один курдский алфавит на латинском основе. И это курдский алфавит до 38 году. С 28 до 38, где-то 10 лет они используют этот алфавит. Потом Советский Союз принимает закон, что на всей территории СССР должна быть кириллский алфавит. И в 1938 году эту работу дает Хаджи Эфенди. Хаджи Эфенди создает один кириллский алфавит. И мы знаем, это кириллский алфавит советские курды использовали до распада СССР. Ну, в своих книгах, ученые. Это то, что в Советском Союзе, а то, что происходило вот в Турции, там, в Иране, да, вот в этих странах, и есть ли в архивах документы, которые говорят о связях, отношениях вот курдских политических организаций, значит, вот за рубежом с Россией? Абсолютно. С Советским Союзом. Хочу сейчас прийти к этому. Мы видим уже после Первой мировой войны и до Второй мировой, мы можем где-то в 30-х годах опять интересы Запада, интересы опять на Ближнем Востоке начинается уже опять борьба, потому что Советский Союз уже опять усиливается, и Запад на этом хочет предпринимать меры. Даже я бы так сказал, откроется в 30-х годах радио Еревана на курдском языке, Советский Союз откроет. В то же время откроется, французы откроют в Ливане радио на курдском языке. Англичане откроют в Хайфа, в Палестине. Радио на курдском языке в 30-х годах. Французы в Ереване открыли? Да? Нет, русские в Ереване открыли, но радио Ереване, Советский Союз открыли. Но понятно, якобы под названием для советских курдов, но она направлена на внешних курдов.
И вы знаете, она очень сильный, наверное, курдов, сильный, мощный. В это время французы тоже, как альтернатива, откроют в Ливане, в Бейруте, откроют радио на курдском языке. В то же время англичане в Хайфа, это город Хайфа в Палестине. Тогда же Палестина был под протекторатом Англии. Тогда Израиля не было, да. Вот они там откроют курдский радио. Представьте, и многие курдские интеллигенты из разных стран, они там работали, очень многие. Даже Арабия откроет, в Египте откроет курдский радио в это время. Тоже хотят влиять на своих это. Я почему об этом говорю? Уже начинаются геополитические интересы в регионе. Мы видим, что мы видим. В это время, как я говорю, у России, даже у царской России была Организация прогресса Курдистана и Комитет Азади, а поскольку уже после Советской России этот отношение продолжался. Отношения с Халидбеги Джибри, с Юсуф Зиябек, с Абдулла Джавдет, Камал Фаузи и другие многие. У них отношения продолжаются. Также у них отношения с Барзани, потому что Абдусалам Барзани, вы знаете, в 1913 году, когда он приехал в иранском Курдистане, встречался с Цымко, и в одно время он там встречался с русскими генералами в Иране. Это отношение продолжался, не остановился. Да, может быть, конъюнктура менялась чуть-чуть, это другое, но отношение никогда не прекратился. Также, когда уже ближе к Второй мировой войне, Россия, естественно, более сильный, уже хотели иметь отношения с курдами. И опять начали традиционные отношения с иранскими курдами, с Кази Мухаммед. Даже сначала, многие, может быть, это не очень хорошо знают. Кстати, интересно, я расскажу. Вот это Курдская демократическая партия. Она же сначала в иранском Курдистане создавалась. Барзани там был. Как раз Барзани, когда русская армия была в Махабаде, в Курдистане, Барзани тогда, он был в ссылке, он был в Сулеймане. И он избежает из Сулеймани, приходит в иранский Курдистан. Тогда в русской армии он встречается с русскими генералами. И русские ему говорят: англичане за тебя охотят. Лучше остаться здесь некоторое время, пока, чтобы ты не попал в их руках. Это все, вот это то, что ты рассказываешь, есть документы, переписка, письма, да, все. И он остается в какой-то деревне иранском Курдистане, конечно, под защитой советских, там же советская армия была, чтобы не попасть в руках Англии. И в это у них отношения как раз, я почему об этом говорю, вообще ДПК не было сначала. Сначала была ЖКАФ, Комелея Жангери Курдистан был. Потом и были курдские племена. А русская армия, она, чтобы из Советского Союза прийти до Курдистана, она все свои это военные вещи, военные товары, военные всякие, через курдских регион и курдские племена шел. Естественно, у русских было очень хорошее отношение с курдскими племенами, чтобы была беспокойна эта дорога, они могли бы контролировать. Почему многие говорят, Советский Союз создал ДПК, Демократическую партию Курдистана? В этом есть правда. Русские им предлагают, это ЖКАФ, она организация как только интеллектуалей, но она массовая, среди курдских аширетов, племенах, вообще никто она не сильная. Русские им предлагают, говорят, раз такой, давайте, чтобы вы, как курдские интеллигенты, перемешайтесь с этими курдскими аширетами. Их приглашают даже, по-моему, сейчас город не помню, по-моему, приглашают не в Махабад, какой-то другой город, они собрание делают, ЖК с курдскими племенами, русские посредники, говорят, тогда они создавали в Азербайджане русские, демократические партии Азербайджана, до демократической партии Курдистана. Русские говорят, давайте тоже создайте демократическую партию Курдистана. Это ЖК и эти племена. И они создаются демократические партии Курдистана фактически.
То есть, Азат, я так понимаю, что вот исторически, да, вот иногда мы так говорим общую фразу, да, что курды с Россией имеют традиционные исторические связи. Конечно, это Но оказывается, сколько вот под этим много материалов, да, и, вот, к сожалению, вот даже тот факт, что ты говоришь, что в создании Демократической партии Курдистана какую-то абсолютно. роль сыграла и Россия, и есть документы, да, вот встречи, там, Очень большой роль, не только роль, большой да, роль. это, конечно, очень интересная Потому тема. что ЖК, это ЖК, и, кстати, многие не знают. Кази Мухаммед, он не член ЖКФа. ЖКФ соединяется с этими курдскими племенами и другими, создает ДПК. Но Кази Мухаммед, поскольку он был очень известный человек в Махабаде, он был уважительный, несмотря он не был член ЖКФа, но внешне все знают, что он лидер ЖКФа. Внешне. И поэтому, когда создали ДПК, сразу автоматически он стал лидером ДПК. Сразу автоматически. И потом мы знаем, Барзани тоже уже от влияния ДПК Ирана, он создал ДПК Ирака. И так, я почему об этом, на ваш вопрос. Конечно, к сожалению, времени мало и подробности трудно говорить. Очень много отношений России с Курдами. Потом, вы знаете, Махабадская республика. Ну, даже мне не надо говорить. Конечно, я никак многих курдов об этом не думаю. Советский Союз, да, поддержал, да, Советский Союз, да, и Кази Мухаммед хорошо использовал этот момент. Естественно, после этого Ялтовского договора, это же курдская проблема была один маленький факт из этого договора. Это был мировой договор. Советский Союз вынужден был выйти из Ирана. Это не от того, что они бросили курдов или они защитили курдов. Да, мы к этому вернемся, когда будем говорить о тех исторических моментах, когда и Россия, и курды, они как бы использовали ситуацию, мировую конъюнктуру для... Это такой немножко интересный взгляд, да, вот многие говорят, Россия вот Мехабадскую республику предала, там, значит, там, да, вот об этом мы попозже чуть-чуть поговорим. Сейчас вот я хотел бы вот послевоенную, да, то есть вот мы по этапам пошли, да, вот царская Россия, первые годы десятилетия советской власти, ну вот военное время и вот послевоенное вот время. Вот в архивах есть документы, которые свидетельствуют об отношении. И там, Азат, вы всегда, вот мы с вами говорили, в курдском обществе тоже изменения, да, произошли, и на смену вот этим лидерам аширетов и так далее, немножко другие силы пришли, ну, на как сказать, политическую арену. И вот отношения России, их связи вот с этими силами, там новые партии возникли, много курдских партий. Вот, с точки зрения вот, материалов, документов архивных, вот об этом, если вы там тоже немножко... Ну, я так ставлю. Ну, конечно, как любая большая государство, как любая империя, я думаю, любой так может думать, даже маленький. Естественно, когда приходишь в какой-то район, естественно, кто там сила, с ними будет иметь отношения. Здесь ничего странного нету. Россия, несмотря даже, я сейчас пример иранский Курсан отдал, да, приехали ЖКФ, был курдская организация, модерн, интеллигент и все. Но она не была сильной организацией, она была только интеллигенты собрали, а сила, реальная сила, это была курдские племена. А для России было, чтобы спокойно могли бы свои военные всякие вынужденные, которые через курдские племена уходят, чтобы была спокойная дорога. Вынужденные была бы с ними иметь отношения, не просто с теми, которые красивые слова, лозунги, фантазии. Здесь ничего странного нету. Но после того, когда уже они, как я говорил, с ДПК Ираном они имели отношения хорошо, потому что даже они фактически играли огромную роль в создании партии, я бы сказал. Плюс после Махабадской республики мы знаем, потом мы знаем отношения с Барзани и его уже
после Второй мировой войны продолжается уже, да. Про Махабада я не буду так подробно, потому что многие знают. Просто я как с войны, я не как многие курды, когда обвиняют, что Россия типа такого нету. Россия пришла, курды использовали этот момент, и курды правильно сделали, Фади Мухаммад, создавали Курдскую республику, конъюнктура менялся, Ялтинский договор был, Россия вынуждена, не от того, что Россия для курдов был или вышел. Она же на мировом масштабе, на Восточной Европе, на Азии, на Ближнем Востоке договор Ялта создавали, с Америкой, с Англией. И Россия по договору должна была выйти. Англия вышла, Америка вышла, Россия вышла. Курды не могли держать. Окей, что делать? К сожалению, это же факт. Мы из этого факта никто не может делиться. Здесь можно кто-то скажет, надо было бы какую-то гарантию взять из Ирана, но никто же ни гарантию не дал Ирану создавать Курдскую республику Махабад. Поэтому здесь я так считаю, нельзя обвинять, как они вышли и создавали, нас и защитили. Это такой поверхностный подход. Да, поверхностный подход. Надо быть реалистами. И в геополитике надо быть серьезным подходить к вопросу. Не просто чувствительный или я люблю, не люблю. Надо реальный. И геополитика такая, исходя из этого ситуации. Если немножко вперед забежим, вот вы про Мехабад сказали, потом были в 70-м году, да, вот это известный договор вот об автономии, да, который, кстати, как я знаю, там есть документы, которые говорят о, значит, вот посредничестве Примакова вот в этих событиях. И плюс третий момент это вот когда референдум, да? Да, вот, тоже, да. Третий, да, Мехабад, автономия вот с Саддамом, да, вот заключили референдум. И тут вот эта линия прослеживается, и вот возникает вопрос, отношения России с курдами, это тактические какие-то связи или это какая-то стратегия? Нет, я скажу. Интересно, вот последний интересно вы сказали, очень интересно. По порядку давайте. Да, я по порядку просто несколько слов говорю. Во-первых, в отличие от западных стран, у России есть курдская политика. Минимум 150 лет. Минимум. Я дальше не иду. У России, в отличие от у Запада, нет курдская политика. У Запада есть конъюнктуральная политика, конъюнктурная политика о курдах. И она смотрит курдская проблема не как национальная проблема, а как права человека. И Америка, и Европа, и Англия, и Франция. Россия всегда думает, это национальная проблема. У России есть своя политика, курдская политика. У России политика какая? Две слова скажу. Курдский вопрос должна быть всегда актуальной. Всегда. Но чтобы довести до конца, никогда такой мощной поддержки в смысле того, чтобы вести до конца, не было. Почему должен быть так? Даже недавно в этом интервью я говорил, даже ни один курд не остается, все равно Россия актуализирует курдский вопрос. Даже курды вообще не требуют ничего. Россия будет актуализировать. Это ее политика. 150 лет. Курдский вопрос должна быть всегда. Интересное заявление. Да, это всегда. Это 150 лет, это мое мнение. То, что исходя из документов, архивных отношений России и курдов, пришел к выводу. Курдский вопрос с точки зрения России. Даже курды ни один не требует. 40 миллионов ничего не требует, молчит. Россия актуализирует этот вопрос. Это, естественно, нормально. Я ничего в этом не вижу. Я так понял, исходя из своих интересов. Абсолютно. В свое время против Османской империи персов, потом против Англии, Франции, сейчас также против геополитических интересов. Здесь в этом ничего странного нет. Здесь какая наша ошибка у курдов? Какая? Курды не могут этот момент, когда Россия полностью актуализирует и поддерживает, курды не могут использовать. Это уже вина курдов, не вина России. Но вы сами сказали, вот Мехабад использовали, да? Вот да, Мехабад, я сейчас приду. Да.
И здесь хочу, кстати, Юр, одну момент я хочу сказать про Барзани, как приехал в Советском Союзе. Это тоже интересно. После Махабада, когда уже Махабадская разрушится республика, Курдистанская республика. Барзани, когда приехал, это, кстати, интересно, я скажу, одну вещь очень интересная. Вот, например, приехал, да, сначала, вот, если кто-то из наших зрителей и слушателей читали это у Судоплатова воспоминания, если кто-то читал, очень интересно, я предлагаю, если вы не читали, читайте, очень интересно. Там небольшой, где-то 8-10 страниц про Барзани он пишет. И сначала приезжает в Азербайджан, знаете, да? Тогда был Багиров, естественно. И мы знаем, там были плохие отношения с ними, все, их игнорировали, хотели не принимать. Ну, короче, очень плохо относились к Барзани. Но я не буду долго ходить, две вещи говорю. Один фраза Судоплатов тогда был начальником НКВД. И он говорит, я встретился с Барзани как начальником ТАССа. Ну, ТАСС. Ну, и он говорит, когда я встретил, мне в Москве сказали, скажите Барзани в МИДе, скажите то, что мы ему говорим, пусть он Багиров не говорит. Понимаете, о чем я говорю? А почему я об этом говорю? Именно Царство Небесное Судоплатов хорошо сказал. Почему я об этом говорю? Когда я сейчас думаю историю, я думаю про этот Красный Курдистан, про Берия, про Багирова. Почему я говорю? Многие не знают, почему Берия и Багирова казнили, убили. Почему? Как предатели. Потому что они были связаны с Мусаватом. Это до Советский Азербайджан, тогда было это правительство Мусавата в Азербайджане. И это правительство было про Англию. Если это Багиров и Берия были про Мусавата, значит, они были про англичана. И я почему об этом говорю я? Англичане охотились за Барзани, да? Как после Махабадской республики, когда он был еще в Иракском Курдистане, они против Англии воевали. Охотились за его. У меня такое ощущение, если это факт, действительно так, Багиров связан с Мусаватом, они, естественно, связаны с Англией. Англичане через Багирова и в Советском Союзе, они против Барзани. Что-то хотели сделать. Ты поняли смысл, да? Да, ну, это ваши предположения, но мы, как говорится, вернемся к документам, к этим отношениям, да. Вот мы говорили, что курды благодаря России 3 раза, то есть вот эта Махабадская республика, автономия и референдум. Абсолютно. Они использовали вот отношения, вот российско-курдские отношения, вылились вот, ну вот поэтому подробнее вот об этом. Я думаю, что, как раз я всегда говорю, курды, даже не только с Россией и западных стран, когда у них бывают иногда интересы Америки или Франции, Англия никогда не было интересов с курдами, но Франция или Запад бывает иногда поддерживает или что-то для своих интересов. У курдов всегда была одна ошибка, 150 лет. Они не используют этот момент, когда большие государства их поддерживают. Они не могут использовать. Но я всегда говорю, курды 3 раза в истории использовали этот момент. 3 раза. Один раз не получилось. Махабадская Курдская республика. У них, они получилось, они создавали, получилось, все создавали, все. Но, к сожалению, они не могли продолжать. После ухода СССР, Красной армии, они распались. Второй раз, в 1970 году. И, кстати, я скажу одну вещь. В архивах КПСС можно найти в досье Суслова. Суслов. Помните, да? Был член политбюро. И там, по-моему, есть такой разговор между Сусловым и Барзани, что при поддержке курдов убрать английские влияния на Ирак, курды могут получить автономию. С Барзани такой разговор шел. Здесь в 70-м году, когда Барзани вернется уже 60. То есть это переписка, да, была? Абсолютно.
после 58 году, когда Барзани вернулся, ну, вы знаете, уже когда эта подготовка была, уже СССР уже хотели убрать влияние Англии с Ирака, и чтобы курды и арабы могли бы договориться, потому что России интересно было взять весь Ирак. А если курды воевали с Ираком, всегда была бы проблема. Всегда Запад всегда бы вмешивали бы. А Россия заинтересована был бы договор между курдами и Багдадом. И в этом именно там огромную роль играл Примаков, когда он был как корреспондент «Правда», он был в Курдистане, он был очень хорошие отношения с Барзани, с семьей Барзани, с дети Барзани, Идрис, Масуд, другие, даже всякие политбюро, Сами Абдурахман, Махмуд Осман, он все знал. И он тогда он был посредником, как представитель России между курдами и центральным властью Багдада, чтобы они могли договориться. Тоже я предлагаю, вспомнение Примакова, кто не читал, я предлагаю читать, интересно, кстати, он пишет про Барзани. И он как раз, он говорит, что был и такой, мы договорились, не все это уже, Багдад готова была, но Барзани не хотят уступать от Киркука. Никак не уступает. И я так считаю, Примаков, Царство Небесное, я так считаю, большой друг Курдов, он был прав. Он говорит, я никак не мог уговорить его. Я говорю, получите автономию, получите легитимность. Киркук это потом будем оставить типа для будущего, как референдум или что-нибудь. Это дискуссионный вопрос. Он говорит, никак не мог уговорить Барзани. Он говорит, или Киркук, или ничего. Потом он говорит, я поговорил с дети Барзани, Масуд, Нечи, Идрис, Махмуд Османом. Я говорю, их заставили, и он говорит, еще был Асхат Хошеви, я думаю, из Компартии Ирака. Он говорит, Барзани его очень уважал, очень любил, как человека. И он говорит, я его уговаривал тоже, чтобы пока вопрос Киркука оставим, пусть автономию получит, курды получат легитимность международный. И я так считаю, Примаков был прав, он был прав. То, что мы имеем сегодня, это все благодаря тому, что Советский Союз был посредником между Багдадом и Курдами. Да, вот это важно отметить. То есть да. Вот уже два, да, мы отметили. Это Мехабад, это было при поддержке Советского Союза. Ну, не получилось из-за таких глобальных проблем. Автономия – это тоже посредничество России, Советского Союза. Да. Абсолютно. И потом Примаков говорит, как раз, потом не все давили на его, все, на Барзани. Он говорит, он уже принимал решение, окей, Киркук оставим, но только не иранский, или пока так будем на будущее оставить ее вопрос. И я так считаю, вот чисто, я думаю, когда мы же не можем сегодня как обсуждать, как тогда обсуждать. Было правильное решение. Курды получили легитимность первый раз в истории. Это как объект международного права. И то, что мы имеем сегодня в Иракском Курдистане, это все благодаря тому, что в 70-м году это получилось. Ничего больше, пока легитимности нет, это легитимность. Это тоже я не буду подробно говорить. Третий раз, когда это новая история, это недалеко мы не идем. В 2017 году, когда англосаксонские, они договорились с турками, с Ираном, с Багдадом, они хотели, так скажем, если грубо сказать, хотели задушить иракский Курдистан, так скажем. Отнимать все, ее заставить экономический кризис и отнимать от всех легитимные пограничные пункты, аэропортах и все от них взять. И чтобы была бы как автономия, которая, когда сначала договаривались, потом уже курды опять воевали, чтобы была такой формальная автономия, да? Но я так считаю, курдский лидер Масуд Барзани здесь очень мудрый выступал и рискованный. И Россия рисковала. Почему Россия рисковала и он рисковал? Окей, они хотели его взять, потому что даже Багдад был против. Все, турки были против. Иран, потому что они против них воевали. Киркук взяли от них. Плюс
всякие это компании, газовые и нефтекомпании, ExxonMobil, западные, американский ExxonMobil, английский British Petroleum, ТТР французский, и всякие другие западные были, все они ушли из Курдистана, все. Они сказали, нет, то безопасно, мы уходим. Конечно, естественно, Россия, как она развивается, геополитически как не расширится, усиливается, в этом ничего странного нет. Россия стояла как вакуум, она стала заполнять этот вакуум. Но Россия рисковала на самом деле. Но я так считаю, исторические отношения с семьей Барзани, которые я говорю, с Абдусалам Барзани в 1910 году, потом Мустафа Барзани, потом, между Россией и, исходя из документов, исходя из того, что я знаю, отношения между семьей Барзани и Россией, она доверительное отношение. Они, может быть, в эти 100 лет, они иногда, исходя из конъюнктуры, были в разных фронтах, исходя из конъюнктуры, но они никогда не были против друг друга. Они никогда не против друга не вступали, не обвинили. Они всегда держали это отношение, которое исторически сложилось между ними. Доверительные отношения. Оба страны это использовали, оба страны. И Россия, и Масуд Барзани. Масуд Барзани рассказал как. Он даже открыто был интервью у него, я слышал, когда было это событие, он говорит, Запад, они нас предали. И Америка, и особенно Америка. И он говорит, и сразу, а как позиция России? Он говорит, позиция России более благотворительная. Она открыто не поддерживала, но она никогда не была против, не выступала против. Масуд Барзани рисковал в чем? Рисковал, извините за выражение, он хотел просто вообще от Запада избавиться. Ну, потому он явно уже против Запада выступал. И это для него, конечно, было опасно, потому что Россия только одна была, скажем, с ними, так образно говоря. Но и Россия рисковала, что Россия 2-3 миллиарда вложила в этот трубопровод, который из Киркука в Джейхан. А потом, и даже никто, не Багдад, все были против. Но результат показывал, оба победили. Оба. Почему оба победили? Россия дала 1 миллиард Катару для того, чтобы покупать эту долю из клуба. Дали 1 миллиард кредит для того, чтобы экономическое положение сделали лучше чуть-чуть, потому что и все давили на них. Закрыли все границы. Турки, иранцы, все. Дали деньги. И плюс еще они для этого трубопровода, 3 миллиарда почти они вложили. Но результат оба рисковали, но оба победили. Почему оба победили? Курдистан более-менее стал спокойно, вышла из этого кризиса. И Россия тоже этот нефть уже проводила. И, кстати, 3-4 месяца назад Роснефть, когда годовой счет делает каждый год, Новый год, они делали годовой счет, они сказали, мы из нефти Курдистана зарабатывали $500 миллионов. $500 миллиарда зарабатывали. В результате оба победили. Как по-русски говорят, кто не рискует, не пьет шампанский. Оба рисковали, но оба победили в результате. Я бы так сказал. Поэтому в этом 3 раза курды, я как говорю, 2 раза, к сожалению, не получилось, но 1 раз. 2 раза тоже получилось. Вот это автономию и последние события. Ну, да, поддержка во время референдума, именно вот эта нефтяная сделка, так называемая, ну, не так много времени прошло, но вот то, что ты говоришь, Азат, оно заставляет понимать более глубоко, что там действительно происходило. Но тем не менее, как мне видится, значит, вот ты сказал, преимущество у России вот в курдской политике есть, это исторические вещи, и что есть, как ты выразился, курдская политика. Там она тактическая, стратегическая, честно сказать, тут можно поспорить. Есть конъюнктура, есть там, вот если на протяжении 150 лет как-то последовательно вот эти отношения развиваются, значит, под этим что-то есть более такое фундаментальное. Но, тем не менее, вот отношение Запада к курдам, оно тоже есть, да, какие-то отношения есть. И, как мне представляется, между позицией России и Запада в курдском вопросе тут таких
антагонистических каких-то противоречий нет. И вот на твой взгляд, это как могут вот курды использовать или воспользоваться тем, что и Запад, и Россия сегодня, ну, каждая сторона по своим интересам, значит, это делает. Как могут курды вот этой, так, ну, условно скажем, благоприятной конъюнктурой геополитической могут воспользоваться? Ну, я так считаю, да, и естественно, да, отношения с Западом это более глобальные проблемы, они, когда у них противоречия или какие-то. Но я так считаю, по курдскому вопросу и Россия, и западные страны, мне кажется, они очень хорошо курдов понимают, они очень знают, и они одну вещь, главное одну вещь, они оба знают, курды не против оба. Они знают, курды просто хотят какие-то национальные права в этом регионе, жить спокойно. То есть они не против Запада, не против России? Там... Не, абсолютно, абсолютно. Здесь что? Здесь если курды сами себе не заставляют какой-то и будут выбирать это или выбирать другого против другого, если курды сами себе не ошибаться это не делают, никто их не заставляет. Почему не заставляет? Потому что оба знают, даже заставить их, они могут совсем идти в другой стране. И мне кажется, никто их не заставляет. На самом деле, не для России, не для Америки, курды, они знают в регионе, даже если смотреть более глобально, смотреть, если они как христианские страны, как это цивилизованные страны, как они знают, курды в этом отношении, они более лояльны к их культуре, чем к восточной культуре. Они более лояльны к западной культуре, к российской культуре, традиции всякие. Они даже глобально, если думают. А политически думают, курды никогда, мне кажется, не выступали. Если кто-то не провоцирует, если кто-то специально, как сам по себе, как общее курдские движения, никто не против России, не против этого. Но здесь что? Здесь я хочу сказать. Конечно, борьба, несмотря они оба организации, но борьба и Россия, и США оба хотят более влиять на курдские общественные мнения, курдские политические организации. Здесь ничего странного нет. Они хотят, они откроют радио, газеты, пропагандируют. Здесь в этом ничего странного нету. Но если сейчас, по настоящее время, вот сегодняшний, да, если смотреть, Россия в Курдском фронте проигрывает Западу в информационной войне сегодня. Она проигрывает, несмотря у России преимущество больше, чем у Запада на курдском общественном мнении. И даже не исторически, конечно, даже сравнить нельзя. У него преимущество вообще. Сегодня даже заявление МИДа России, заявление Лаврова, заявление Богданова, еще другие заметили, заявления других чиновников России в отношении курдского вопроса, они более положительные. Но, к сожалению, не дойдет до курдского общества. К сожалению. Вот я всегда пример говорю, если вы хорошо помните, ваш ряд даже опубликовал, когда они закрыли спутник был. Даже смотреть до спутника, курдский это радио, и после спутника. Очень большая разница. Потому что даже когда закрыли, я написал письмо Путину, я имею администрация президента, Лаврову и другим. Я поблагодарю, они ответили мои письмо. За это я благодарю, конечно. Они с уважением относятся к этому. Но их аргументы мне не удовлетворили. Знаете почему? Они типа как будто это технический вопрос, это никто не слушает. Ну, мы же, извините за выражение, я же не дети. Мы же знаем, такие вопросы, это решение политические. Это никакой технический или что. Или ее открыто политически и закрыто политически. Здесь единственный, когда был спутник, вся курдская средства массовой информации, это спутник как будто была как будто как ТАСС, как ажанс для курдских медиа. Все от спутника взяли информацию. Каждый день, каждый час. Естественно, курды смотрели на этих масс-медиа, курдские политические элиты, создавался такое общественное мнение пророссийский даже, я бы сказал. Даже, я бы сказал, пророссийский. Потому что они
скажу одну вещь, никто не верит. Все сейчас знает, да, Сарекане и Тлебьет, они американцы, договорились с турками, дали туркам, да? Все знает, это все не секрет, Сарекане, который. Ну, сейчас пойдешь в Сирию, нормальный общественный, не спрашивай, они думают, русские отдали. Потому что никто об этом не говорит. Потому что есть информационная война, есть информация против России, даже не против России. Американцы, у них есть голос Америки на Курском языке, она исследует свою политику ведет. Кстати, да, мы об этом говорили, Азат. Вот это, к и сожалению, никто, да, к сожалению. я написал об этом. И знаете кто? И как? Это нельзя найти, такие вещи нельзя найти за океаном или за рубежом. Это часто находится в Москве многие. Или они специально делают, или глупость. Из двух один. Не, я не думаю, что здесь можно говорить о глупости. Просто я сам тоже сталкиваюсь, поскольку я вот общественной работой занимаюсь. И когда я понимаю, что у России такой потенциал для развития отношений с курдами, да, и исторически, и экономически, и огромная, значит, диаспора, кадры и так далее. И фактически ничего, очень мало делается, да, для развития этих отношений. Вот вы привели пример радио, да, радио. Да. Это, я тоже согласен, это политическое решение. И вы очень точно указали, что многое там делается в Москве, именно некоторыми силами, которые есть в Москве. Я не боюсь об этом говорить. Конечно, в России тоже есть лоббисты и турецкие, и иранские, и арабские, довольно сильные. Плюс там вот и внутренние лоббисты, да, там. Да, конечно, да, которые влияют на или лоббируют вот интересы. Я очень вот это вот такая такое место быть. Ну, а вы, Азат, как вот себе представляете, вот почему курдские там вот научные центры, университеты, они так очень прохладно относятся вот к тому богатству, как вы сказали, архивному, которое здесь в России есть. И что для этого надо, чтобы лед тронулся бы и интерес появился бы к этим делам? Ну, я маленький пример скажу, на самом деле. Вот я в 2013 году я был преподавателем в Мardinский университет. И тогда мы с ректором, я разговаривал, ректор университета, и проректором, я говорю, давай, вот для наших студентов и преподавателей, может быть, начнем какой-то проект, привести архивов из России, из Англии, ну, где есть курские архивы, даже из Индии есть, будем постепенно, вот такой проект делать. И я говорю, мы можем начинать с России, поскольку я Россию хорошо знаю, много работал в архиве, знаю там. И у нас преподаватели, они были из Англии, были, ну, курды, из Франции, из Швейцарии, были разные, да. Я говорю, потом наши коллеги тоже начали еще там. И мы почти год мы занимались с коллекцией Александра Жаба. И мы, короче, через год могли коллекцию Александра Жаба вести. Она была почти 4000 страниц. И многие это рукописи. Рукописи, когда Александр Жаба был в Эрзруме консулом, он собрал все это, рукописи у курских ученых, религиозных, всякие традиции, культуры, язык, очень много, интересно. Мы через год только могли, но поскольку я был Мардин тогда. Конечно, эта работа не должна быть Мардинский университет делать. Эта работа должна быть Салхадинский университет делать. Сулейманский университет делал. Вы понимаете, да? Но, к сожалению, они не делали. Они не делают. Только Мардинский мы могли, и только мы могли только коллекцию Александра Жаба. Я почему говорю? К сожалению, они могут за какое-то изображение, какой-то
не важные вещи, не знаю, миллионы, миллиарды тратить, а какой-то для такой важной вещи, которая касается нации, не просто который касается нации, национальное богатство наше, они как будто им не до этого. И Да, это показывает наш уровень. Мне кажется, это тоже один показатель, наш уровень культуры, наш уровень отношения к национальному достоинству. Это же горькая правда. к сожалению, вот к этому национальному богатству, не только по архивам российским, очень как-то прохладно относятся. Я по своему примеру знаю, я там когда-то нашел в архивах фонда Сахарова его переписку, его письма в защиту курдов, иракских курдов как раз, и его переписку с Молой Мустафой Барзани. Это все было собрано и передано, но как-то, знаешь, вот затерялось, и никакого интереса ни для кого это не представляет. Хотя я знаю, что, я не знаю, это открылось или нет, вот в Барзани там мемориальный комплекс строили Мустафы Барзани, и там должен был быть музей. Как раз вот куда можно было бы вот эти все материалы архивные передать. Но, честно сказать, я не знаю, в связи с этим кризисом и так далее, этот проект, он до конца доведен или нет. Вот. И, значит, в конце нашего у нас, в принципе, говорить об этих вещах можно очень много, но я тебе благодарен, что у тебя всегда такой оригинальный подход ко всем людям, очень логичный, очень на основе документов, фактов. Я думаю, что это у нас, не последняя, мы уже второй раз в нашей программе встречаемся. Думаю, есть еще много тем, которые можно было бы с тобой поговорить. И в конце я хотел бы задать такой вопрос. Значит, о будущем, да, как ты себе представляешь вот эти отношения России с курдами на современном этапе, будущее, как ты видишь это будущее? Какими они должны быть? Я так считаю, мы как народ, курды, который ведет борьбу за свободу, Россия это очень большая страна, и тем более Россия ближе к нам, чем другие европейские страны. Она даже территориально, географически даже ближе к нам, если так взять. А потом у нас сложится с Россией очень исторически, да, мы можем где-то недовольны, кто-то скажет, так чувствительный подход к вопросу, не логичный. Но в общем, всегда у России всегда с курдами были отношения, и у России преимущество, чем отличается от Запада, Россия не участвовала в всех этих договорах международных, которые разделили Курдистан, которые до сих пор мы страдаем, до сих пор от них. Вот, скажем, западные создавали Лозанн, Парижская конференция, Север. Да, Россия, может быть, на уровне консулов какой-то участвовали, но роль вообще не играла. Роль играли Англия, Франция и Западные страны. Они же, от них, у России с нами не было такой, то, что мы могли бы сказать, они нам делали Лозанн, они нам делали Север, мы до сих пор от них страдаем. У нас такого не было с Россией. Поэтому у России преимущество, в отличие от Запада. Что касается, я так считаю, исходя моего опыта, я много лет жил в России, у меня очень много русских друзей, и в разных областях, ученые, политики. Россия и даже сегодня, и в Ираке, и в Турции, она за того, чтобы курды получили национальные права. Это национальные права, вы знаете, максималисты только скажут или независимость, или ничего. Вы знаете, нам не важно, нам важно, чтобы
они положительно относятся к нашей борьбе. Они позитивнее принимают наши требования. Может быть, да, может быть, они нам скажут, пусть в Сирии будет национальное культурное право. Другой кто скажет, нет, нет, будет федерация. Это другой вопрос. Но они положительно относятся. Они хотят, чтобы курды получили. Вот сегодня я могу так сказать. Многим, может быть, многим это только типа шок был. Сегодня в сирийском Курдистане единственная международная сила, которая хотят курды реально, фактически реально, без страдания курдов, без того, чтобы курды вышли из своих городов, чтобы получили хоть какой-то национальный права, все равно Россия. Все равно. Да, Но надо понимать, другие нам ничего не предлагают, другие. Вот я вам конкретно скажу. Я это конкретно знаю, не просто по наслышке. Сирийские курдские партии, представители их, я сам поговорил, кто с американцами сидели на стол переговоров. Он говорит, мы американцы спрашиваем, хорошо, вы нам говорите, объедините, не знаю что, вы для нас что хотите в Сирии? Ну что нам? Вы хотите, чтобы мы получили автономию, культуру, права, ничего. Они говорят, мы ничего не можем сказать. Мы приехали сюда для борьбы с ISIS. Ну, извини меня, значит, ISIS закончится, мы получим право, мы получим это, извини, наплевать вам на нас. Значит. Я почему об этом говорю? Почему? Россия сегодня что говорит? Может быть, мне не нравится. Я говорю, не нравится, в смысле того, больше хочу. Россия конкретно говорит, при урегулировании сирийских конфликтов курды должны получить национальные права. Это национальное право, может быть, культурное право, может быть, автономия, неважно. Но они нам конкретно что-то говорят. Согласны? Поэтому да. я здесь, я как реально смотрю на ситуацию, не просто как на романтике смотрю. Реально сегодня все-таки при все это, то, что происходит, там американцы, англичане, французы, европейцы, все там, и Россия там. Самый оптимальный вариант, который предлагает, все равно классический вариант. Поэтому мы должны быть реалистами, мы не должны быть такие максималистами или просто... политика – это искусство возможностей. Да, я согласен. Согласен с тем, что вот ты затронул тему Сирии. Там я просто напомню, что Россия даже предложила проект Конституции, который, в общем-то, арабам не понравился, но тем не менее, они предложили. Потом тут еще такой момент есть, что Россия нам, вот мне лично, да, как россиянину, тоже некоторые вещи не нравятся, да, в политике. Вот как да, не нравятся там. Но то, что вот ты с самого начала сказал, что в России есть вот 150 лет какая-то определенная политика. Там нам нравится, она не нравится, но есть. У Запада, может, тоже есть, но она какая-то чересчур конъюнктурная. И вот это пример, который ты с американцами привел, он очень показательный. Что вот мы, получается, знаешь, как, что мы вас там, извини, используем для чего-то, а потом это уже вы там... Абсолютно так. И это не понаслышке говорю, чтобы наши зрители, это не понаслышке. Кто сирийский партий, кто сирийский американцы, я с ним поговорил прямо. Кто с ним именно задавал вопрос ему. Говорит, мы приехали сюда, чтобы убирать ISIS. Да. Okay. Но, тем не менее, Азат, мне кажется, что там тоже ситуация меняется. И вот сам факт, что вот буквально на днях информация появилась, что довольно такие известные политики, сенаторы, там, общественные деятели создали там специальную там организацию, да, вот «Справедливость для курдов». Я так думаю, там тоже какие-то там идут изменения, и огромную роль, конечно, сыграло то, что вот именно курды на земле, они вот хребет поломали ИГИЛу. И это, естественно, общественное мнение Запада тоже это не забыть. И я так думаю, мы, курды, должны и иногда на себя тоже посмотреть. А вот мы вот сегодня затронули эту тему, да, вот 3 раза в истории, да, ты отметил вот эти, сумели вот эту международную конъюнктуру использовать.
Ну да, Получилось, не получилось, это другое дело. И вот сейчас тоже очень интересная конъюнктура, и я надеюсь, что курды, мудрость, так сказать, лидеров, таких как вот Масуд Барзани и его окружение, семья, они найдут, значит, дорогу, чтобы использовать вот эту конъюнктуру в пользу для курдского народа. Заключение, я тебе просто предлагаю на свободную там все, что хочешь высказать. Не, я вам 1 минуту. Я хочу сказать, Юр, я одну вещь, сейчас, когда я слежу за курдской общественной мнением, медиа, мы должны серьезные политики, к сожалению, у нас очень мало. Почему я говорю? Политика, внешняя политика, особенно, вот так скажем, западная, да, сейчас, вот то, что вы говорили, в Америке сейчас какой-то лобби хотят создать. Мы не должны забывать, внешняя политика не с какой-то 20 сенаторов, сенаторы хорошо слово говорят про курдов, или CNN какой-то rapport делать. Внешняя политика, она создает Пентагон, она создает в Белом доме, она создает в Министерстве иностранных дел. А то, что они говорят, это не то, что плохо, это хорошо, но она сущность не влияет на внешней политике этих стран. И даже я пример отдаю вам, правильно вы сказали, когда был ИСИС, курды воевали, сначала общественное мнение в Европе, особенно в России, люди все похвалили курды, они молодцы, воюют против единственный народ, который воюет с ИСИС, государства не могут, они воюют. А когда уже, скажем, захватили Африн, захватили Срекане, захватили не знаю что, когда курды, они стали мигрантами, никто, все молчали. Все молчали. Понятно. Почему? Потому что общественное мнение хорошо, но определяет политику, определяет МИД, определяет правительство, определяет спецслужбы, или неважно, но они определяют. Поэтому мы, курды, должны быть, да, мы, правильно вы сказали, мы должны поблагодарить, они создают лобби нас, слава Богу, конгрессмены, это общественное мнение создает. Но мы должны знать, что где должна создавать это, не там. Понимаете? Поэтому сейчас такой, я вижу, кто-то два хорошо слова говорит, сразу аплодирует. Потом через 2 дня что-то он не сказал, сразу ругает. Так нельзя политику вести. Здесь есть интересы, и каждый свои интересы защищает. Здесь курды должны, как правильно, как мы сказали, 3 этапа использовать. Курды должны быть эти моменты использовать. Курды, я всегда говорю, курдский вопрос сама по себе это фактор. Фактор в Ближнем Востоке. Курды должны быть актерами. Они должны стать актерами, не только быть фактором. Пока курды, единственные пока в иракском Курдистане, они и то не полностью, но они постараются быть актерами, постараются. Пока курды не будут актерами, ничего у нас не получится. Мы должны это знать. Как будут только факторы, не должны постараться быть факторами. Я согласен. Актерами, извините. Я хочу одну вещь скажу. С моей стороны, хочу поблагодарить Риатазе, хочу поблагодарить наших зрителей, слушателей. Они нашли время, нас терпели, слушали. Надеюсь, мы еще встретимся. И надеюсь, из нашего сегодняшнего собеседования мы оба страны, и я, и вы, мы все получили. Спасибо, Азат. Я всегда с огромным интересом слежу за вашими публикациями, за вашими многочисленными интервью, выступлениями. И вы затрагиваете очень много таких актуальных тем по курдской проблеме. И у нас, как я уже высказался, очень
такой оригинальный подход ко многим вопросам, в частности, ваши последние выступления, в том числе по политике Рабочей партии Курдистана, они тоже мне очень импонируют, они очень, мне кажется, очень правильные, и я надеюсь, что мы по этому вопросу тоже с вами проведем видеоблог, ну, наверное, чуть-чуть попозже. Спасибо вам большое. Огромное спасибо, удачи вам и успехов в ваших научных исследованиях. Спасибо, Иван, спасибо, всем спасибо, благодарю. И я хочу поблагодарить нашего редактора Маруфа Асланова за вот, его труд, за его большой вклад. Молодец. Да. Спасибо большое. Я тоже благодарю Маруфа, молодец. На этом мы заканчиваем нашу очередную передачу. В ближайшие дни будет очень интересная передача Азии Авдали с нашим известным скульптором, художником Тимуром Рашоевым. И впоследствии у нас тоже намечено очень много интересных передач. В частности, в ближайшее время будет также передача, посвященная курдской диаспоре, советской курдской диаспоре, в частности, работы Международной Федерации Курдских общин. Так что подписывайтесь на наш канал, будет много очень интересного. Спасибо за внимание. До свидания.